Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И сейчас коротко о главных темах. Сохранить культурное наследие и воспитать настоящих патриотов. Президент встретился с участниками программы «Навигаторы детства». 60 лет работы на станции юных натуралистов. Сюжет об удивительной женщине. Блестящая победа. Арсений Джоев стал сильнейшим на играх в Саудовской Аравии. Трудно переоценить необходимость сохранения культурного наследия и воспитания настоящих патриотов. Об этом сегодня говорил президент республики Алан Гаглоев на встрече с теми, кто в скором времени и займется этим воспитанием в школах. Они, будущие советники директоров школ, поделились своим видением реализации проекта «Навигаторы детства» в нашей республике. Репортаж Зарины Кочевой. Президент Алан Гаглоев провел встречу с лауреатами конкурса «Навигаторы детства», кандидатами на должность советников директора по воспитательной работе в школах республики. Глава государства отметил значимость их подготовки на базе центра «Артек», которая, по его словам, объединила лучшие современные подходы к воспитанию и дала мощный импульс для начала их профессиональной деятельности. Хочу пожелать вам успехов, попросить, чтобы вы проявили самый ответственный подход к осуществлению тех задач, которые стоят перед вами. То, что у вас получится, мы нисколько не сомневаемся. Еще раз хочу подтвердить поддержку с нашей стороны, и административную, и функциональную, любую поддержку. Параллельно будем вместе с министерством, с руководителями школ создавать условия. Алан Гаглоев подчеркнул, что введение этой должности в югосинских школах стало успешным примером гуманитарного сотрудничества с Российской Федерацией. Он выразил благодарность руководству России за поддержку проекта. Ваше обучение в Артеке и в целом введение должности советника директора по воспитательной работе в югосинских школах – хороший пример успешного гуманитарного сотрудничества с нашими странами. Мы выражаем искреннюю благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за поддержку. И, конечно, здесь надо отметить и сказать огромное спасибо Сергею Владимировичу Кириенко за содействие реализации данного проекта. Вы знаете, что на территории нашей республики реализуется несколько проектов, которые активно включилось наше население, и мы вместе с вами этому очень рады. Артек – это хороший опыт. Президент подчеркнул, что выбор новой профессии – это не просто карьерный шаг, а служение будущему республики. Вы те, кто готов взять на себя одну из самых благородных миссий – это формирование личности нашего подрастающего поколения. Мы видим, какая ожесточенная борьба идей идет сегодня за умы молодежи. В этих условиях роль советника по воспитательной работе становится стратегически важной. И вы наш открытый прямой ответ на все эти вызовы. Я надеюсь, все мы это прекрасно понимаем. Глава государства отметил, что российский опыт и современные образовательные методики, полученные в Артеке, должны быть адаптированы к национальным традициям, ценностям и особенностям осетинского общества, а также подчеркнул важность сохранения культурного наследия и воспитания настоящих патриотов. Обучение в Артеке и опыт российских коллег из русских центров дали вам современные инструменты и подходы к воспитанию. Ваша задача творчески адаптировать все эти методики к нашим национальным традициям и ценностям, чтобы воспитать поколение настоящих патриотов. Мы небольшая республика, у каждого народа, у каждой нации бывают свои обычаи, традиции, поэтому очень важно не забывать и то, что вы приняли от наших коллег, это применить с учетом наших обычаев, традиций, тех ценностей, которые нам оставили наши старшие поколения. Это очень важно. Мы ждем, что вы станете для детей не только проводниками ценностей, но и настоящими старшими друзьями, способными говорить с ними на одном языке, понимать их интересы и поддерживать их лучшие начинания.
Особое внимание Алан Гаглоев уделил необходимости активного взаимодействия с директорами, учителями и родителями, подчеркнув важность совместных усилий в воспитании подрастающего поколения. Он отметил, что возвращение воспитательной функции в школах является значимым шагом к исправлению прежнего подхода. Данные шаги в первую очередь помогут восстановить ослабленную в некоторой степени составляющую образовательного процесса. В свою очередь, вожатая 6-й школы города Цхинвал Карина Ходова отметила, что запуск проекта «Навигаторы детства» в Южной Осетии стал для участников шансом получить профессиональное образование, профессиональное развитие в сфере воспитания и стать наставником для молодого поколения. Огромное спасибо, еще раз повторюсь, вам, Алан Эдуардович, Александр Владимирович, всему Министерству образования. Отдельное спасибо директору Росдетцентра Кудряшову Александру Сергеевичу за такую уникальную возможность воплотить этот шанс, воспользоваться этим шансом. Мы все здесь счастливчики, удачники, которые смогли поучаствовать в этом конкурсе и проявить себя. По словам педагогов, должность советника директора по воспитательной работе крайне важна, поскольку позволяет сделать образовательный процесс более адаптированным и открывать дополнительные возможности для детей. Кто такой советник? Это наставник, это друг ребенка, который помогает сделать воспитательный процесс более комфортным для всего образовательного процесса. Участие в российском проекте дает республике широкие перспективы для сотрудничества. Спасибо, что в нашей республике есть возможность сотрудничать сейчас с нашим организациям, нашим детским движением. Вот у нас прекрасное движение «Раззагунта», и мы будем сотрудничать с движением первых, с орлятами России. Они как раз совсем недавно подписали, да. Было очень приятно это видеть, слышать. Спасибо большое. Мы за возможности, за развитие, за то, чтобы у наших детей было только прекрасное будущее, которое с Российской Федерацией, с ее поддержкой воплотится в реальность. Что такое РТЭК? Это детская мечта для меня была. И вот во взрослом она у меня осуществилась. У нас в республике замечательные дети, прекрасное поколение. Нам важно объединиться в одном общем порыве, чтобы направить детей в правильное русло. Нам всем нужно объединиться в один общий сильный кулак, который этих детей направит по нужному руслу. У нас намного больше возможностей, потому что наши дети пока еще растут в рамках наших традиций. И пока эти традиции мы храним, наше будущее поколение будет достойно нашей республики. И я надеюсь, что наша работа будет достойна внимания всех, тех, кто нас обучал, и тех, кто нам предоставил такую возможность. Спасибо. Президент еще раз призвал собравшихся стойко стоять на страже воспитания детей и строить свою работу исключительно на благо подрастающего поколения и будущего Южной Осетии. Алан Гаглоев заверил участников встречи в полной поддержке со стороны государства и пожелал им успехов на новом профессиональном пути. Встреча с президентом страны завершилась коллективным фотографированием и беседой в неформальной обстановке. Зарина Кочиева, Айда Кочиева, Алим Бетаев. Информационный выпуск сегодня. Сегодня состоялась рабочая встреча президента Алана Гаглоева с министром сельского хозяйства Вахтангом Мамитовым. Они обсудили вопросы, касающиеся развития агропромышленного комплекса республики. Вахтанг Мамитов поблагодарил главу государства за возможность обновить технический парк. Тему продолжит наш корреспондент. Ключевой темой встречи стали итоги текущей уборочной кампании. Министр доложил, что работы ведутся в соответствии с установленными планами. Он также выразил главе государства признательность за оказанную поддержку, за такую значимую помощь, как обновление технического парка. Сегодня техника уже работает в районах и намного облегчила жизнь фермеров, подчеркнул Вахтанг Мамитов. Были подняты и актуальные проблемы, в их числе трудности с обеспечением аграриев минеральными удобрениями. Для решения этих вопросов
президент дал конкретные поручения. По итогам встречи приняты следующие решения. Поддержка в обеспечении удобрениями. Министерству сельского хозяйства совместно с районными управлениями агропромышленного комплекса поручено со следующего года организовать централизованный сбор заявок от населения на приобретение минеральных удобрений по предоплате. По словам главы государства, все транспортные расходы по доставке удобрений в республику возьмет на себя государство. Следующее решение касалось защиты урожая. По поручению Алана Гаглоева в план работы Министерства сельского хозяйства на 2026 год будут включены комплексные мероприятия, направленные на сохранение урожая. Министр сельского хозяйства взял на себя контроль за все поручения президента. Итоги будут доложены главе государства после их исполнения. Анжела Кукоева, Регина Чуткоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Алан Гаглоев поздравил Бадру Гунба с Днем Конституции Республики Абхазия. В поздравительном послании говорится, цитата, «Основной закон отражает многовековую историю абхазского народа, его стремление к самоопределению и независимому развитию. Пусть День Конституции станет для всего братского народа Апсны символом гордости за свою страну, стимулом для созидательной работы во имя ее благополучия». Конец цитаты. И сегодня же Алан Гаглоев поздравил Сергея Аксенова с днем рождения. Цитата. «Ваши заслуги как государственного деятеля и руководителя, который внес значительный вклад в развитие Республики Крым, трудно переоценить. Хотелось бы отметить и ваш вклад в развитие и укрепление отношений дружбы и сотрудничества между Южной Осетией и Крымом. Уверен, что с вашим личным участием это двустороннее взаимодействие будет продолжено». Конец цитаты. Продолжаем наш выпуск. Сегодня мы расскажем об удивительной женщине, которая любовь к профессии пронесла через всю жизнь. В середине прошлого века Ламара Дзангидзе пришла на станцию юных натуралистов и осталась там на долгие 60 лет. За это время она смогла передать свои знания и опыт, но главное – любовь к природе ни одному поколению учащихся. Сюжет Стеллы Бязровой. Надолго работала, неплохо работала, и наградили, я считаю. Это дорого стоит. Ламара Дзангидзе с гордостью рассказывает о своих наградах. Они – лучшие доказательства ее многолетней и плодотворной работы. Заслуженно дармен работой, ветеран труда дарменис, на нахаше дарис, на 6 медалей разных. За хорошие работы, за хорошие участвовал. Женщина с удивительной судьбой. Ей 95 лет, и вся ее жизнь связана с природой. С самого юного возраста она ощущала особую связь с природой, животными и окружающей средой. И эта любовь привела ее в станцию юных натуралистов в далеком 1957-м. Более 60 лет она посвятила себя данной стезе. И этот путь стал для нее настоящей жизнью. Потом заводил методистом. И так почти 60 лет факусту начал. Даже не хотела уйти. Год все-таки манайрели курайды. Компьютер терпел, мата стоящий там за мананши. Пришли новые. Цветовод не по профессии, но по призванию. Она не только выращивала цветы, но создавала композиции, которые восхищали не только ее учеников, но и всех, кто приходил на станцию. Среди зеленых насаждений разнообразных цветов она передавала свои знания подрастающему поколению. Она учила не только тому, как правильно ухаживать за цветами, но и прививала любовь к природе. На участке работали. Я была цветоводом. Мама накашался чисто. А вот она выращивает культурные цветы. Мои режиссеры цветок-то я даже продавали. Мы у всех шаер, нам разные кружки. Кролиководство, рыба, эти люди
Баушихша. В ее личном фотоальбоме сохранились уникальные фотографии. Совместная работа педагогов и учеников станции юных натуралистов, многочисленные экспедиции по районам республики, творческие мероприятия, поездки в разные республики Большого Советского Союза. Ламара с любовью и особым трепетом рассказывает о каждой из них. А потом цирке молоко там, потом вечером мы наедаем. Сегодня 6 часов и обратно вернулись. Несмотря на то, что Ламара давно на пенсии, она часто навещает своих коллег. Со многими она проработала десятки лет, и каждый отзывается о ней исключительно как о человеке, безмерно любящем свою работу. زون نیکو خلق کد Ordem kurboştan kusuma ve muhtazer diye rösta ala şalomon kustar ma mahatta yaçes. Lamara tenkusa orza gaday magu kudari wal jagar balla wadi aftay washdi qadma manon qadna takashulis ama yolju gudidin kutar khosta mayna rosa strasut kutta. И хотя годы берут свое, ее любовь к растениям остается неизменной. А память о ее жизни и трудовой деятельности хранится не только в ее фотоальбоме, который она с гордостью передала станции юных натуралистов, но и в сердцах тех, кто с ней работал и общался. Стелла Бязарова, Алина Чехоева, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Борец из Южной Осетии Арсений Джоев стал чемпионом на играх исламской солидарности в Саудовской Аравии. Наш спортсмен, выступающий в весовой категории до 86 килограммов, представлял на международной арене Азербайджан. На пути к пьедесталу Арсений с большим преимуществом победил представителей Алжира, Ирана и Таджикистана. О блестящем триумфе Джоева репортаж нашего корреспондента. Наш соотечественник Арсений Джоев блестяще выступил на 6-х играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. Турнир собрал более 3000 спортсменов различных дисциплин из 57 стран мира. Представляя Азербайджан на международной арене, борец вольного стиля стал чемпионом в весовой категории до 86 килограммов. На пути к финалу Арсений одержал 3 яркие победы. В первой схватке он обыграл двукратного чемпиона мира иранца со счетом 5-3. Первая схватка у меня была очень сложная. Это была с лидером этих соревнований и с одним из лидеров мировой борьбы в моем весе. Это был иранец, он двукратный чемпион мира. Сейчас на прошедшем чемпионате мира он со мной взял бронзовую медаль. И с Божьей помощью мне удалось победить его в первой схватке. Для многих это вызвало большое удивление. Далее югостинский спортсмен разгромил алжирца со счетом 11-0, а затем и бронзового призера чемпионата Азии, таджикистанца со счетом 5-1. В финальном поединке Джоев встретился с представителем Бахрейна Хидиром Сайпудиновым. Заключительное противостояние длилось всего 6 минут и завершилось уверенной победой Арсения со счетом 5-1. Финал был тоже с крепким парнем. Он тоже становился недавно на чемпионате мира, бронзовую медаль завоевал. Он был в 79 килограммов. Очень хороший борец, тоже очень крепкий. Он из Дагестана, но выступает за Бахрейн. Был очень такой крепкий соперник. Пришлось мне потрудиться, выложиться. Достойно пройдя своих соперников, он уверенно завоевал золотую медаль, добавив в свою копилку еще одну значимую награду. Арсений отметил, что в этой победе значительная заслуга принадлежит его тренерскому составу. Большой процент моего успеха – это благодаря им. Тренер, он как отец, он ведет тебя по правильной дороге.
показывает тебе правильные шаги. Огромную хочу благодарность выразить Хейтову Газюмову, своему тренеру сборной команды, старшему главному тренеру сборной команды Азербайджан, Таймуразу Кокоеву, Цезарю Рафаэловичу и Тамерлану Кучеву. Сегодня спортсмен уже находится на родине, отмечает большой успех в кругу родных и друзей, что способствует его моральному и физическому восстановлению. После кратковременного отдыха Арсений планирует возобновить свои тренировки. Впереди его ждет чемпионат в Азербайджане, который состоится 20 января. Агунда Губозова, Азамат Кудзиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем, какая погода будет завтра. В республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 13, ночью плюс 3. В Дзауском районе днем плюс 12, ночью 4 градуса тепла. В городе Квайса днем плюс 9, ночью плюс 3. В Лениногорском районе днем плюс 11, ночью плюс 3. В столице республики, в Цхинвале, днем 13 градусов тепла, ночью 4. На этом наша программа подошла к концу. Мы работали в прямом эфире. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.